Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. В этой магии цифр, согласитесь, что-то есть. 10-е юбилейное послание президента Татарстана Рустама Минниханова состоялось в год, когда республика будет отмечать одну из самых важных и памятных дат своей истории – 100-летие со дня образования ТАССР. Поэтому, на мой взгляд, это было очень концептуальное послание Минниханова, в котором я, например, услышал и подведение итогов за 10 лет руководства республикой, что сделано, и по каким направлениям Татарстан будет развиваться дальше в ближайшие 5-10 лет. Рустам Нургалевич, конечно, умеет правильно расставлять приоритеты и формулировать цели и задачи. При этом за эти 50 с лишним минут, что длилось послание, президент Татарстана остановился не только на достижениях и успехах республики, но и сделал много очень точных, выверенных акцентов на проблемных моментах нашей жизни. Причем не только в экономике, где Минниханов традиционно силен, но и в политике, в общественной, культурной и социальной сферах. Президент много говорил о воспитании молодежи, о демографии, о человеческом капитале, о здравоохранении и, конечно, об образовании. И все же надо понимать, многие преобразования, социальные программы, которых 5 лет назад было 27, а сейчас больше 40, реализуются за счет мощной промышленной и экономической базы. Основу ее в Татарстане, тут Минниханов вынужден повториться, формирует прежде всего предприятия нефтегазохимического и машиностроительного комплексов. Что касается целей, президент Татарстана обозначает их предельно ясно. Они, к слову, указаны и в стратегии развития региона до 2030 года. К этому сроку Татарстан должен стать одним из самых комфортных для проживания мест в России, с развитой инфраструктурой, передовой экономикой, с максимальным охватом всех сфер жизнедеятельности, цифровыми технологиями. Для этого у нас все возможности есть. В таком документе, как послание, не бывает тем неважных, второстепенных. Каждое предложение можно анализировать с карандашом в руках. Каждую мысль брать на вооружение. Есть цифры, на мой взгляд, весьма значимые, ключевые, которые в силу разных причин не обсуждаются в прессе широко. Это мое субъективное видение. Я все же акцентирую ваше внимание на очень важном, по-моему, тезисе в послании президента. Как отметил Рустам Минниханов, за последние 5 лет в республике прошла масштабная модернизация энергетического сектора. Получен колоссальный эффект. Обратите внимание на эту цифру. За последние 5 лет в Татарстане модернизированы 4 крупные энергетические станции, что позволило увеличить мощность на 1,2 гигаватта. Вниманию, это плюсом к уже имеющейся в республике мощности. При этом надо понимать, что 1,2 гигаватта – это огромная цифра. Для сравнения, эта мощность сопоставима с мощностью современной атомной электростанции. Она равна мощности 484 ветряных турбин. Этого количества энергии хватило бы, чтобы закрыть потребности в энергопотреблении такого региона, как Крым. И важный момент – все это не просто дополнительная генерация. Тепло и электроэнергия, произведенные с высокой эффективностью. То есть это мощный ресурс, конкурентное преимущество, которым в идеале может воспользоваться и наша промышленность, и население. А вот как мы в реальности его используем, этот ресурс и это преимущество, тема отдельная и очень непростая. И мы поговорим об этом сегодня в нашей программе вместе с экспертами. Нас ждет интересный разговор, и мы надеемся, полезный для всех. Смотрите в этом выпуске «Реальной экономики». Тарифы на тепло. Сколько и за что мы платим? Что это за методика формирования тарифа «Альтернативная котельная»? Население опять за все заплатит? Послушаем экспертов. Вопрос комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – это чисто закон физики. Выгодное тепло. Почему ТЭЦ всегда эффективнее котельной? Будем разбираться. Как это работает? Программы замещения котельных в Москве и Красноярске. Узнаем о них больше.
Отопительный сезон в Казани фактически стартовал, можно сказать, по плану, даже с опережением графика. Обычно старт его приходится на самое начало октября, но в этом году из-за похолодания он начался чуть раньше. Напомним, что тепло в жилые дома по нормативам должны подавать, если среднесуточная температура 8 градусов держится на протяжении 5 дней. Тепло зашло в наши квартиры и дома, и стало комфортно, приятно, и меньше всего хочется думать о горячих суммах за тепло в наших платежках. А думать придется, и уже совсем скоро. Платить будем больше, можно даже не сомневаться. Вопрос, насколько больше и насколько адекватен этот рост, и чем он вызван, давайте разбираться. Почему говорим о плате за тепло? Во-первых, потому что трудно объять необъятное, а тема тарифов и ЖКХ именно такая и есть. А во-вторых, это вполне оправдано, ведь удельный вес платы за отопление занимает больше 50% в общей платежке, а в зимний период сумма в квитанции значительно возрастает. И есть вопросы в адекватности и соразмерности этого роста. Причем вопросы эти возникают как у рядовых граждан, так и у крупных чиновников. Всем памятно резонансное интервью руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева телеканалу НТВ. Вот характерная цитата. «Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи замки». Что же, все предельно ясно. Руководитель антимонопольной службы даже не намекнул, а сказал напрямую: россияне платят в 2 раза больше, чем нужно. То есть нас всех самым наглым образом обманывают, надувают, вводят в заблуждение. Пожалуй, на сегодня это одна из самых сложных и запутанных сфер в плане тарифного регулирования. И как это часто бывает, половить рыбку в мутной жилищно-коммунальной воде находится много желающих. Здесь и нерадивые коммунальщики, и откровенно вороватые жилищники, и недобросовестные муниципальные власти. Как с ними бороться? В действующие акты правительства было внесено более 1500 поправок, касающихся услуг ЖКХ. Однако этого недостаточно для решения проблем с тарифами, утверждает Артемьев. По его словам, ФАС трудно дотянуться до тех, кто неоправданно повышает тарифы, так как у них есть свои правовые полномочия. Эту ситуацию он назвал хулиганством. Возможно, это все происходит где-то в других регионах, а у нас в Татарстане с тарифами на тепло полный порядок. Послушаем самих людей и экспертов. Картина станет полной и более прозрачной. На каждом квадратном метре каждый собственник дома переплачивает от 7 до 12 рублей с квадратного метра. А в год по дому, если взять, любой дом, вот мой дом, если взять, допустим, да, это идет порядка 14 миллионов рублей, вы понимаете? Сейчас у предприятий тариф ниже, чем у населения, а раньше был наоборот. Беда в том, что большая часть средств уходит на зарплаты и прочее, понимаете, а на ремонт сетей денег не находится. Вот счета в счет фактурок зачастую это не зона ответственности уже теплоснабжающих организаций. Если эффективность не достигается, то вообще эти затраты могут не приниматься, исключаться из тарифа. Как же формируются тарифы на тепло сегодня? Давайте посмотрим. Стоимость тепла формируется в несколько этапов. Сначала ресурсоснабжающая организация, производящая или поставляющая тепло, на основе заявок и заключенных договоров на поставку тепла определяет и обосновывает в виде заявки свой тариф на услуги теплоснабжения потребителей. В заявке на тариф поставщик учитывает все расходы, которые он планирует затратить на производство, транспорт и реализацию тепла потребителю. Очевидно, что максимальный вес в структуре конечного тарифа для населения должны составлять расходы на топливо.
Также в смету затрат на конечный тариф включаются зарплата персонала, затраты на ремонт оборудования и тепловых сетей, обеспечение холодной водой, электроэнергией для производства тепла и привода насосов для его транспортировки, расходы на химреагенты для подготовки воды, затраты на компенсацию потерь тепловой энергии при транспортировке, расходы на сбыт тепла. Исходя из этих данных и данных по предполагаемому объему отпуска тепла потребителям, теплоснабжающей организацией рассчитывается стоимость 1 гигакалории тепловой энергии. После этого компания представляет заявку на тариф в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам, где в свою очередь проверяется его калькуляция и устанавливается тариф для каждой теплоснабжающей организации в зависимости от вида ее деятельности. Тариф на производство тепла, тариф на транспортировку тепла и конечный тариф для поставки тепла потребителю, в том числе населению. Тарифы на отопление устанавливаются сроком на год. Возможно установление долгосрочных тарифов. По данным Госкомитета Республики Татарстан по тарифам, повышение, изменение тарифов предусмотрено не чаще 1 раза в год. В качестве основных факторов их роста называется рост инфляции, повышение стоимости регулируемых услуг и увеличение цены на энергоресурсы, то есть на топливо, электроэнергию. То, что тарифы на тепло от разных поставщиков разные, не должно смущать. Это явление нормальное. Скажем, в Казани всего несколько крупных производителей тепла, производящих и отпускающих тепло населению. Это АО «Татэнерго», АО «ТГК-16», АО «Казэнерго». Остальные производители представляют так называемую малую генерацию. Это предприятия с собственными теплоисточниками, которые продают в небольшом объеме излишки тепла населению. Объем рынка у малой генерации небольшой, поэтому в общей схеме теплоснабжения Казани она существенной роли не играет. Но вернемся к самой методике формирования тарифа. Специалисты называют ее «затраты плюс». Как мы уже отметили, тариф в этом случае ежегодно устанавливает региональный регулятор, основываясь на данных компании о расходах, куда входит ремонт, модернизация оборудования, зарплата, прибыль, которую может получить поставщик тепла. Не все эксперты считают такой метод формирования тарифа оптимальным. Основная претензия – такой подход вроде как не стимулирует поставщика тепла к повышению своей эффективности. Получается, чем больше потратит теплоснабжающая организация, тем больше тариф. И наоборот. Чем больше организация занимается производством, сокращая операционные расходы, улучшая теплообеспечение, тем тариф меньше. Как следствие, нехватка инвестиций в отрасль, увеличение изношенности труб, количество аварий в теплосетях и так далее. Что делать? Одно из предложений – новая методика расчета тарифа, которая называется альтернативная котельная. В чем суть? Метод расчета тарифов на тепло по принципу альтернативной котельной подразумевает свободное ценообразование, которое, впрочем, имеет предельную планку. Тут ориентируются на то, что дешевле построить новое современное производство для теплоснабжения или подключиться к уже существующему источнику тепла. На основе этого формируется предельный уровень цены на тепловую энергию. То есть стоимость рассчитывается для того или иного города, поселения, входящего в определенную зону теплоснабжения, исходя из расходов на строительство альтернативного источника теплоснабжения. Однако само строительство котельной по новой методике не планируется. Предельные цены на тепло устанавливает орган тарифного регулирования региона. Среди главных плюсов такого подхода называют возможность привлекать инвестиции в отрасль. Но есть и минусы, и по мнению ряда экспертов, внедрение этой системы в Казани, в Нижнекамске приведет к существенному росту тарифа на тепло для населения. Давайте разбираться. То есть на стоимость тепла, которая отдается со станции, накладывается тариф на передачу тепла, бытовая надбавка, еще некоторые. Но основная составляющая роста стоимости тепла – это именно транспорт тепла. Показания – одна из самых высоких составляющих именно по транспорту. Подразумевается, что собственник будет платить за тепло сумму несколько меньшую,
чем если он построит новую, современную котельную. При расчете на переход по методу альтернативной котельной у нас происходит рост тарифов по Казани примерно на 230 рублей, по Нижнекамску на 240 рублей. То есть это достаточно большие суммы, но это еще не предел. Даже на текущий момент не все деньги, которые в НЭС-программе тепловых сетей находятся, они успевают реализоваться. Если посмотреть на сайте комитета по тарифам, то видно, что каждый год идет неполное освоение этих денег. А самое главное, нет контроля за тем, как эти деньги будут распределяться. На текущий момент повышение тарифов сильное не обосновано ничем, потому что в Казани станции Казанская ТЭЦ-3, которая принадлежит ТК-16, Казанская ТЭЦ-2, Казанская ТЭЦ-1, которые принадлежат Татэнерго, провели большую модернизацию. На всех станциях введено новое современное газотурбинное оборудование, гораздо более экономичное. А все три станции могут работать в режиме когенерации, то есть одновременной выработки тепла и электроэнергии. Мы это регулярно предлагаем сделать единую теплосетевую компанию, независимую, которая покупала бы тепло на условиях независимых торгов и была полностью подконтрольна и городским властям, и республике, и населению города. Это совершенно реально, то есть резервные мощности на станциях есть, тепловоды позволяют, необходима только добрая воля и желание организации, которая снабжает теплом население. Если разобраться, формула успеха в такой сфере, как теплоэнергетика, такая же, как и везде. Нужно снижать затраты, повышать эффективность и не давать монополистам злоупотреблять своим положением. Вроде бы как все просто, но как же сложно это реализовать на практике. К слову, сегодня ФАС России рассматривается вопрос по переходу на метод эталонных расходов при формировании тарифов в сфере ЖКХ, в том числе в сфере теплоснабжения. Данный метод разрабатывается как альтернатива методу альтернативной котельной и предполагает определенное выравнивание и приведение к единому среднему уровню расходов внутри однородной группы теплоснабжающих и теплосетевых организаций. По мнению экспертов, эталонный принцип тарифного регулирования в теплоснабжении основан на повышении прозрачности тарифного регулирования, устранении тарифной дискриминации и приведении тарифных решений регулирующих органов субъектов Российской Федерации к сопоставимым параметрам. И еще один ключевой момент. При сохранении стратегического баланса необходимо развивать те мощности, которые наиболее эффективны. А какие это мощности и источники генерации? Здесь двух мнений быть не может. Это объективно более эффективные и экологичные генерации, работающие по принципу комбинированной выработки тепла и электричества. Мы много в нашей программе сегодня говорим о перспективных технологиях, не замечая, что они во многом уже стали реальностью. По крайней мере, на предприятиях-лидерах в сфере энергетики. Тон в этом плане в последние годы задают предприятия, входящие в генерирующую компанию ТГК-16 в составе группы ТАИФ. Напомним, что ТГК-16 начала работу на энергетическом рынке России в июне 2010 года. Сегодня в состав предприятия входят две станции – Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1. Это лидеры своей области. Эти ТЭЦ ежегодно наращивают динамику производства, обеспечивая энергетическую безопасность потребителей и внедряя инновационные технологии. Нижнекамская ТЭЦ-1 в 2018 году отпустила тепла максимально за всю свою историю. Вот. Если говорим про Казанскую ТЭЦ-3, она выработала электроэнергии максимально за всю свою историю. Вопрос комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – это чисто закон физики.
и закон экономики. Когда из-за 1 кубического метра сожженного газа мы получаем только тепло, и все затраты сажаем только в тепло, и за это тепло платит наше население, либо мы сжигаем этот кубический метр газа, получаем 2 продукта – электроэнергию и тепло, и, соответственно, затраты, которые должно платить население, становятся меньше. Вот после этого спорить о том, что выгодно котельная, невыгодно котельная, ну, наверное, теряет смысл. По сути, вопрос энергетического дефицита закрыт именно с точки зрения наличия новых генерирующих мощностей. Но мы вложили огромные средства. Вот. И получается, что наши вложенные средства, а это же средства потребителей, они эффективно не работают. Потребитель же после того, как мы провели модернизацию энергетики, он что должен получить? Он должен получить снижение тарифа, ну, в максимально негативном варианте не рост тарифа. А мы же этого пока не наблюдаем. Вопрос об эффективности теплоснабжения и о правильности установления тарифов конечных для потребителя, он на самом деле, вот в нашей республике, он может быть решен в каких-то городах просто, вот, условно говоря, по щелчку пальца, да? Просто должно быть принято решение: ребята, наведите порядок, вот, и не рассказывайте нам про какие-то ваши проблемы. Все мы ваши проблемы понимаем. Есть Казань, да, Казань – это отдельная история. Когда в Казани, насколько я помню, около 130, если, может быть, даже чуть больше котельных функционирует, плюс 3 мощные ТЭЦ, плюс еще 3 мощные котельные, которые в составе Татэнерго. Вот здесь, да, здесь есть поле для работы, но это, опять же, благодарная работа. Потому что мы сделали основное, мы создали все вместе мощные генерирующие источники с комбинированной выработкой, высокоэффективные. Если продолжить тему котельных, для развитых стран Европы это вчерашний день. В той же Дании запрещен отпуск тепла от них потребителям. В России, в Москве действует целая программа по выводу из работы районных котельных. Вы скажете, ясное дело, столица, регион богатый, имеет для этого средства и возможности. Но вот вам другой пример. Красноярск принял программу замещения всех своих котельных. Причем, как нас заверили в сибирской генерирующей компании, полный переход на тепло от ТЭЦ пройдет до 2024 года. При этом все это не за счет населения. Не запланировано повышать тариф в Красноярске не собираются. А эффект уже сейчас они получат заметный, особенно в плане экологии. Так как это работает и почему Казани стоит повнимательнее присмотреться к этой практике? Наш специальный репортаж из Красноярска. Вот если мы посмотрим вот на эту котельную, которую мы заместили, то буквально в 10 метрах от нее находится детский сад. Понятно, угольная пыль, зола, все это попадало в детский сад. И по этой программе Сибирская генерирующая компания совместно с правительством Красноярского края разработана программа по замещению 35 низкоэффективных, небезопасных котельных. Удалось уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу более чем на 2000 тонн. Больше 10 тысяч тонн вывести на золошлаковых отходов и, соответственно, уменьшить объем сжигаемого угля более чем на 45 тысяч тонн по году. Ну, ничего более эффективнее и современнее, чем ТЭЦ, ГРЭС, не придумал никто еще. Котельная – это прошлый век, можно сказать. По
по некоторым котельным себестоимость, если сравнивать с ТЭЦ, она в разы отличается. В 2-3 раза доходит некоторых котельных. Тепловые сети по городу, они развиты очень сильно. То есть подключение новых потребителей тепла, оно в принципе не особо затратно. Это минимальные затраты подключить. И смысл строить для этого отдельную котельную, это какое-то, по-моему, неправильное решение. Повышение тарифа никто не собирается делать. Это все будет реализовано за счет инвестиций с последующим возвратом. Так что население никаким образом тут не пострадает однозначно. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на телеканале ТНВ.